А мы продолжаем наше вещание. В эфире программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Нурсултан Джихубеков. У нас состоится очередное интервью по видеосвязи с нашим соотечественником, который находится в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Юта, в городе Солт-Лейк-Сити. У нас с нами на связи Бектур Абдуллас. Бектур, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы нас хорошо слышите? Здравствуйте, замечательно слышно вас, Нурсултан. Как ваши дела? Отлично. Бектур, главная тема нашего разговора – это, конечно же, COVID-19, коронавирус. Но перед тем, как перейти к этой основной главной теме, мне бы хотелось немного узнать о вас. Скажите, пожалуйста, как давно вы находитесь в Америке, чем вы там занимаетесь, и много ли наших соотечественников, кыргызстанцев, которые проживают в США? Несомненно, много. Я уже живу здесь 7 лет. С 2013 года сам занимаюсь режиссурой и в данный период моей жизни зарабатываю тем, что вожу трак. Да. Довольно-таки распространенная, да, деятельность для многих наших Да. соотечественников. Бектур, скажите, пожалуйста, учитывая, что вы находитесь там уже давно, вы могли лично наблюдать за тем, как в целом развивалась ситуация с COVID-19 в США. Скажите, пожалуйста, с чего все началось? Вот если говорить про ограничения, можно заметить, что в США они такие довольно-таки лояльные. И к чему это приводит? Должен заметить, что все началось с того, как президент Трамп объявил о чрезвычайном положении в стране. Это сыграло свою роль, потому что, к примеру, я езжу на машине целые сутки иногда, и я заметил то, что люди начали агрессивно водить. И для американцев это не свойственно. Люди начали подрезать друг друга, уже спешить куда-то. Замечалась такая паника по трафику. Это замечалось в первую очередь, и после я заметил, что в супермаркетах очень много народу закупают продукты. Наверное, все уже видели, что закупали туалетные бумаги и средства личной гигиены. Да. Знаете, это А, вполне естественный процесс для пандемии, конечно же, карантина и чрезвычайного мгм. положения. Скажите, пожалуйста, Бектур, у вас лично была возможность пообщаться с местными жителями, да, кто живет уже очень давно, с американцами, что они думают об этой ситуации? Вы знаете, здесь мнения разделяются. То есть очень много я встречал лично людей, которые как-то небрежно относятся к этому, если будем откровенными. И из-за этого Соединенные Штаты сейчас рекордсмен по числу зараженных. Насколько мне известно, 639 тысяч зараженных, и глобально это 2 миллиона. И рекордное количество смертей – 30 тысяч смертей от коронавируса в этом году. Например, за 15 апреля погибло 4892 человека. Это просто Это гигантские ужасные цифры. цифры и ужасно. Да. Бектур, если вот мы просмотрим на то, где вы находитесь, вы, скорее всего, не дома, да? Вы можете показать, пожалуйста, вот, В данный момент я нахожусь в центре города. Я специально выехал в центр города, чтобы вот показать. Обычно сейчас 2 часа ночи, но обычно должен сказать, что в этом городе очень много народу, именно молодежи, именно студентов, которые после баров гуляют и просто развлекаются. Сейчас практически никого нет, только бездомные. И должен отметить, что в Соединенных Штатах есть проблема именно с бездомными и малоимущими. То есть очень много людей потеряют работы, соответственно, останутся без жилья. А, Экономисты прогнозируют, что экономика Соединенных Штатов на 2020 год упадет на 7%. Это огромные цифры именно в плане того, что такого кризиса не было со времен Великой депрессии. Да, Вот. кстати, об этой новости, мне кажется, в целом, да, бравирует кто угодно, во всех средствах массовой информации об этом пишут. Но возникает следующий вопрос, если как раз таки говорить про информацию, много ли фейковой информации, да, учитывая то, что мы заметили, что одним из Да. самых главных симптомов коронавируса, COVID-19, является, во-первых, паника, о которой вы уже рассказали, и вторая часть фейковая Мгм. новость, фейковые новости. Расскажите, вы уже с ними столкнулись, и как с этим обстоят в Америке дела? А, Насчет фейковых новостей я не знаю, это в основном социальные сети. Я думаю, есть рассылки разные в WhatsApp, которые могут заблуждать. Я смотрю все через официальные новостные порталы, то есть всю информацию я подтверждаю, стараюсь как бы. Вот, например, есть такая информация, что 104-летняя жительница штата Миннесота победила коронавирус 2019, Мгм. или как он называется. Вот, то есть есть такая информация официальная.
Хорошая новость, я думаю, это дает надежду на то, что любой иммунитет вправе побороться с этим вирусом, вне зависимости от вашего возраста. И, Бектур, А завершающая... также хотел, Говорите, простите, я перебил вас. также хотел бы отметить то, что президент Трамп не может полностью запрет на перемещение ввести, так как это против его интересов, так как скоро наступают выборы, очередные выборы президента Соединенных Штатов. И, Бектур, завершающая нота нашего интервью. Мгм. Это вот, знаете, к большому сожалению, учитывая, что у нас вот в стране, по крайней мере в столице точно, ввели комендантский час, уже больше 3 недель, это все у нас продлили. Но есть, к большому сожалению, люди, которые относятся к этому несерьезно, и каждую ночь у нас вылавливают по 100 человек, даже больше. Вот есть такая небольшая просьба, вы можете, пожалуйста, обратиться к, может быть, нашим соотечественникам, которые как-то несуразно к этому относятся, безалаберно. Я обращаюсь ко всем кыргызстанцам, ребята. Нам немного надо потерпеть. Мне кажется, даже в какой-то степени хорошо, что есть комендантский час. Это непременно сокращает заражение и распространение этого вируса. Сейчас в Америке из-за этого бьются рекорды по смертности. Мне кажется, в этом плане наше правительство все правильно делает, я поддерживаю его. Главное дать полную свободу передвижения нашим медикам и медработникам. Абсолютно правильно. Что ж, напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был Бектур Абдуллас из замечательного города Солт-Лейк-Сити. Ну что ж, Бектур, большое вам спасибо за исчерпывающие ответы, вашей режиссерской деятельности. Мы Благодарю желаем вас. вам удачи. Мгм. Ну а мы Спасибо продолжаем огромное, наше... хорошего дня. Все, удачи вам. Ну что ж, а мы продолжаем наше вещание. Оставайтесь на телеканале Алато 24.